смертный бой. Вставайте, люди вольные, за нашу землю честную. Следующее слово предоставляется председателю Совета министров СССР Владимиру Емельяновичу Щабанову. Здравствуйте, друзья. Я возглавляю правительство СССР 4 с небольшим месяца. Естественно, за это время очень внимательно познакомился с тем, что было сделано, каково сейчас положение у нас. И с этой точки зрения хочется прежде всего посмотреть, что сейчас творится в мире. А в мире сейчас происходят очень сложные процессы. По сути, происходит сейчас крах либеральной модели экономики. В чем суть этой либеральной модели экономики? Целью ее предполагалось получение дохода прибыли, естественно, для узкого круга лиц, а не получение пользы для людей. Результат. Мир раскололся на две колоссальные разницы, группировки, одна из которых, так называемый золотой миллиард, он потребляет до 80% всех мировых ресурсов, а остальным 6 миллиардам остается 20%. То есть происходит колоссальный грабеж развитыми экономиками всех остальных стран мира. Вот этот грабеж, он организован по разным каналам. Здесь информация и прежде всего деньги, и законодательство, и идеология. В общем, происходит комплексная борьба со всем миром. Но есть такое хорошее выражение: сколько раз ты убиваешь, убитым столько же бываешь. Поэтому как раз вот эти вот все человеконенавистнические идеологии, которые реализуются в настоящее время, прежде всего англосаксонский блок, вот, они привели к тому, что произошел колоссальный кризис у них внутри. И кризис тоже опять-таки прежде всего идеологический. И в результате такого кризиса, когда они уже организовали все вот это вот безобразие по всему миру, прежде всего это все отразилось на них. Поэтому сейчас колоссальный кризис происходит во всех странах мира. Но прежде всего это, конечно, европейские страны и англосаксонские. На этом фоне набирает силы как раз азиатский блок, который очень активно работает и завоевывает позиции. В результате вот такой вот поляризации мировой мы сейчас находимся, по сути дела, на стыке двух колоссальных эпох. Чем это дело закончится, совершенно трудно сказать. Тем не менее, процессы эти идут. Какова роль России в этих условиях? Разумеется, она очень сложная, эта роль, потому что мы, по сути дела, находимся опять-таки на промежутке, как всегда бывает, между Западом и Востоком. И поэтому, безусловно, все эти процессы очень сильно отражаются на нас. Вместе с тем, поведение нынешнего правительства, вот, оно как раз желает далеко от идеального. Вот. После развала Советского Союза, которое произошло прежде всего по причине деградации высшего советского руководства, и когда они уже решили, что лучше быть капиталистами при капитализме, чем коммунистами при коммунизме, вот, и началась активная фаза предательства страны, уничтожение всего лучшего, что в ней сделать. По сути дела, вот наследники Гайдара, Чубайса и так далее, вот прежде всего, конечно, финансовый блок, остается под воздействием западного мира. Поэтому с точки зрения финансов мы не являемся суверенными странами. В каких-то вопросах у нас уже суверенитет потихоньку мы достигаем. Тем не менее, сейчас в очень большом количестве направлений сейчас мы находимся, по сути дела, в состоянии колониальной державы. Принимая во внимание, что мы самая богатая страна на Земле, и поэтому
богатств, которые у нас накопилось трудом наших предков достаточно много, а сейчас в мире идет колоссальная война за ресурсы. Мы, по сути дела, становимся объектом экспансии со всех сторон. И прежде всего, понимая, что военным путем нас не сломать, поэтому ломают совершенно самыми различными путями. Прежде всего, идеологическим, информационным и так далее, психологическим. Вот. Поэтому мы сейчас находимся под колоссальным гнетом окружающего нас мира. Вместе с тем, совершенно сложнейшее положение оказывается у нас в экономике. Сложнейшее положение. То есть мы по-прежнему отстаем от всего мира не только по состоянию, но и по темпам развития. И главная причина это то, что захватившие власть неолибералы и захватившие всю собственность практически в стране, вот, они используют как раз нашу страну для того, чтобы удовлетворять собственные потребности, а не потребности населения. Результат. 88% всех богатств в стране сейчас принадлежат крупному бизнесу. 88%. В результате среднему бизнесу, малому бизнесу остается только 12%. Вот такова реальность. Причем из того, что относится, значит, к крупному бизнесу, почти половина принадлежит иностранцам. Вот такова реальность, в которой мы сейчас вынуждены с вами жить и выживать. В этой связи идет, конечно, активное уничтожение нашего народа, коренных народов, попытка заселить наши территории инородцами, ну, со всеми вытекающими отсюда глобальными последствиями. Поэтому вызовы, с которыми мы сейчас столкнулись, они колоссальные, они всеобъемлющие, эти вызовы. И естественно, что в этих условиях вот перед нами стоит простая задача. Либо мы поддадимся всему этому, либо в конце концов объявим «Вставай, страна огромная», и начнем вставать и бороться с этими вызовами. И естественно, главным инструментом здесь является вот тот Советский Союз, который мы сейчас начинаем восстанавливать. Поэтому у нас очень непросто попытка восстановить основные принципы Советского Союза, потому что полностью его восстановить невозможно, да и не нужно, потому что не случайно он рухнул. Несмотря на то, что государство было по-настоящему социальным, тем не менее, я уже говорил, что деградация высшего руководства привела к полному предательству нашей страны. Об этом достаточно много пишется в литературе, поэтому то, что я сейчас говорю, это вот выжимки из общей тенденции, которая уже всем известна. Вот. Значит, каково сейчас, вот когда я приступил и возглавил правительство и посмотрел, что собой представляет это правительство и способно ли оно решать основные проблемы, выяснилось, что абсолютно не способно. Потому что и структура прежнего правительства, и ее организация, она, в общем-то говоря, желала лучшего. Безусловно, вот все предыдущие работающие что-то в какой-то положительный вклад сделали в том или ином месте. Достаточно неплохо работает законодательная база, но тем не менее исполнительная, она по объективным и по субъективным причинам, в общем-то говоря, она организована плохо. Прежде всего, правительство было организовано по формальному принципу. Что значит по формальному принципу? Например, у нас существовало Министерство обороны. Но вот когда я спросил у министра обороны, сколько в его подчинении дивизий, выяснилось, что нисколько. Тогда зачем нам нужен министр обороны? Для галочки. Было у нас Министерство судостроения. Спрашиваю, сколько кораблей построило Министерство судостроения? Выясняется, нисколько. Было Министерство авиастроения.
Сколько самолетов построили. Вы понимаете, что министерство – это все-таки работающий орган. При этом выяснилось, что, как правило, каждый министр работает в едином числе, а аппарата у него нет. Значит, планы он может писать какие угодно, а писались планы совершенно различные. Вот, но толку от таких планов, конечно, не было. Очень сложный, естественно, вопрос был с финансами. И когда я появился, первое, что меня заинтересовало, это, конечно, каково наше состояние с деньгами. Потому что всем отлично понятно, что при полном отсутствии финансирования мы можем работать только в качестве энтузиастов, а в качестве энтузиастов можно решать такие какие-то локальные задачи, кратковременные задачи, но для постоянной работы и правительства, и Верховного Совета, и депутатского корпуса, конечно, нужно иметь финансирование. Ну и когда я начал знакомиться с тем вопросом, что сделано, как было сделано, у меня, конечно, честно говоря, волосы зашевелились. Значит, выяснилось следующее, что была идеология, что у нас существуют достаточно большие авары Советского Союза. Они на самом деле существуют. Вот. И что у нас якобы то, что мы объявили себя Советским Союзом, вот, и мы уже имеем право на эти авары, и кто-то собирается с нами ими делиться. Разумеется, никто делиться этим не собирается. До тех пор, пока мы не будем признаны другими государствами, как страна, как правительство, ожидать, что у нас будет какой-то доступ к этим аварам, в общем-то говоря, несерьезно. Тем не менее, упор был сделан на то, чтобы вот эти авары каким-то образом получить и начинать уже организовывать. Я знаю, что здесь многим, значит, объявляли несколько раз, что вот-вот большие деньги появятся и так далее и тому подобное. На мой взгляд, такие обещания были совершенно пропагандистские, популистские, которые не имели под собой ничего реального и принесли громадную пользу. Были попытки вот у них каким-то образом играми на ценных бумагах и так далее. Но, сами понимаете, строить на спекуляциях, на финансовых играх поведение правительства невозможно. Поэтому здесь, конечно, положение было крайне сложным. Ну и поэтому как раз, когда вот появился я, мне стало ясно, вот после обсуждения с Верховным Советом, мы много на эту тему говорили, что нужно полностью менять стратегию развития. Стратегию, прежде всего, наших действий, нашего правительства. Условия, в котором мы работаем, колоссальная бедность кадров, прежде всего профессиональных кадров. Каким образом мы должны будем работать, что мы должны будем выбирать. Вот достаточно модным была тенденция, мы сейчас сменим власть, возьмем власть в свои руки. Да не дай бог, если сейчас такое у нас случится. По следующей причине. Мы к этому абсолютно не готовы. У нас для этого нет ни кадров, ни умения. Сами понимаете, когда совершенно никогда ничем не управляющий человек будет браться за серьезные государственные задачи, вот, то завалит он с очень большой вероятностью эти задачи. Но никто не пойдет делать операцию неграмотному хирургу. Никто. А управлять государством значительно более сложно, чем делать операцию. Поэтому с этой точки зрения задача подготовки кадров у нас для управления стояла очень остро. Для того, чтобы решать эту задачу, мы начали, когда формировать правительство, мы ликвидировали все эти пустые министерства, от которых, в общем-то говоря, никакой пользы нет, и направили главное усилие на то, чтобы выбрать несколько направлений, по которому нам надо идти, и именно в этом направлении сосредоточить все наши усилия. Все усилия, которые мы обладаем, кадровые, но, собственно, идеологические, физические, поскольку пока еще финансовых
средств у нас нету, полностью отсутствуют они. И с этой точки зрения как раз ставится вопрос о том, что должны ли мы сейчас начинать борьбу с нынешней властью. Так вот, я высказываю следующую мысль, что борьбу эту начинать не надо. Во-первых, мы не готовы. Во-вторых, эта власть достаточно сильна, чтобы нас раздавить. Вот. Нам нужно работать как раз очень деликатно и так, чтобы у нас получались успехи. А успехи у нас, направление нашей деятельности следующее. Но прежде всего, нынешнее правительство Российской Федерации, оно владеет только монетарными методами управления. То есть оно всем пытается управлять с помощью денег. А с помощью денег можно управлять, в лучшем случае, третью всего производства, третью всей страны. В результате 2/3 всей страны оказались сейчас, по сути дела, без управления всякого. Так вот, именно эту нишу нам и надо будет заполнять. Именно ту нишу, где нынешнее правительство не работает и работать не способно. Поэтому мы сделали как раз упор именно на то, чтобы начинать осваивать эту нишу. Какие усилия и что мы конкретно стали делать? Первое, что мы организовали, это мы организовали школу подготовки высших руководящих кадров Советского Союза. Высших руководящих кадров. Эта школа была организована. Значит, первый курс у нас уже фактически закончил обучение. Значит, там читалось на этой школе 4 направления. Введение в фундаментальную экономику. Дело в том, что без экономических знаний ничем управлять по-настоящему нельзя. Без управления. А нынешние экономические взгляды подавляющего числа, если скажу, что 99% абсолютно не понимают, что основные экономические процессы, что сейчас творится и что делать, это очевидно. Потому что нам настолько морочили голову всякого рода экономическими стереотипами, что когда встречаешься с людьми, и причем эти люди, вне зависимости от того, и ученые, приходишь на конференцию, столько, в общем-то говоря, воды на этом конференции, что стало ясно, что нынешняя экономическая наука к вызовам нашего времени оказалась абсолютно не готова. Абсолютно не готова. Поэтому как раз новые экономические издания, они крайне необходимы, поскольку я долго занимался именно этими вопросами. В частности, у меня вышло несколько книг по фундаментальным вопросам экономики, по гармоничной экономике. Последняя книга «Экономика коммунизма», где более подробно все эти вопросы проанализированы, что надо сделать в конечном итоге. Причем здесь не просто рассуждение, потому что я, честно говоря, настолько за все время работы в этих направлениях, я устал от пустых рассуждений, или, как говорят, прекрасно душных рассуждений, что нужно уже говорить только о том, что надо делать. Мы должны будем именно делать. Поэтому тот курс, который я прочитал, он был достаточно обширен, 24 часа лекционного курса. Значит, он прежде всего касался введения в фундаментальную экономику. То есть нужно было поставить фундаментальные подходы, чтобы было ясно, что человек это не отдельное существо, это часть природы. Если мы будем грешить против природы, против Бога, мы ничего нормального не построим. Как раз принципы построения такой экономики и что конкретно надо делать, как раз читал я мой курс. Значит, второй курс был прочитан Марией Францевной Гербер. По сути дела, это было дополнение к моему курсу теоретическому. Она рассказывала, каким образом эти основные принципы, изложенные здесь, можно внедрять уже и нужно внедрять в наших условиях. Третий курс прочитала Мария Владимировна Пугачева, курс как раз юридической грамотности.
потому что, сами понимаете, любой руководитель, он прежде всего действуя, он должен быть знаком с юридическими правилами, а юридическая наука – это на самом деле многослойная, сложная наука. Это, в общем-то говоря, целая стезя, это не просто какие-то законы, а это система законов, система очень своеобразных знаний. Вот этот курс прочитала Марина Владимировна. И еще курс, как раз дополнение как раз к курсу Марины Владимировны, прочитала Светлана Вячеславовна Федосеева. Вот как раз опять-таки в продолжение, и, понимаете, упор был в основном сделан на технику. Вот. В настоящее время все 4 курса прошли. В общей сложности у нас прошло обучение порядка 20 человек. Сейчас мы, значит, заканчиваем уже, по сути дела, прием экзаменов, потому что, сами понимаете, просто прочитать, прослушать курс, это не то же самое, что познакомиться с ним. Поэтому экзамены устраиваем. Пока эта работа, по сути дела, у нас еще сейчас идет медленно, но мы в ближайшие буквально пару недель мы форсируем этот вопрос. Экзамены у нас будут проведены, и люди получат дипломы. Вот это вот направление работы, которое мы идем. Следующее будем мы, опять-таки, курсы будем организовывать. И уже пользуясь вот тем опытом, который накоплен у нас сейчас, мы будем неустанно готовить руководящие кадры нашей страны. Вот это вот очень важный момент. Второе направление, в котором мы стали активно работать, это, конечно, направление финансовое. Вот давайте смотреть на вещи трезво. Никто нам не даст никакие деньги. Прежде всего, все деньги, которые у нас есть в стране, они принадлежат, подавляющая часть, олигархам. Олигархи нас финансировать не будут. Никакие зарубежные активы у нас, по сути дела, работать на нас не могут. Правительство Российской Федерации нас деньгами снабжать не будет. Это очевидно. Вот. И, естественно, что там нужно искать какие-то собственные источники финансирования. И другого, по сути дела, у нас нет. И хотя, вот как я уже говорил, наша задача сейчас не воевать с нынешним правительством, вот, а вместе работать, потому что правительство у нас, нынешнее РФ, оно неоднородно. Там есть немало честных, порядочных людей, которые на самом деле хотят добро нашей стране, пользу нашей стране, готовы служить ей. Поэтому нам нужно всячески сейчас организовывать сотрудничество с нынешней властью и, по сути дела, начинать ее решать те проблемы, которые есть у нас прежде всего на местах. Так насчет финансов. Значит, единственным источником финансирования это у нас может быть возврат к двухконтурной системе Советского Союза. Той, которая работала в Советском Союзе. И именно эта двухконтурная финансовая система и делала как раз Советский Союз социальным государством. Ну, суть вот этого вот подхода двухконтурной системы. Дело в том, что вся жизнь человека посвящена двум гигантским ритмам. В одном месте человек зарабатывает деньги, в другом месте он их расходует. Поэтому естественно, что производственные отношения при производстве, они совсем не такие, как при потреблении. Вместе с тем, существующие деньги, они приспособлены только для потребления. Для производства они работать не могут. Их природа не такова. В результате использования одной формы денег оказывается неконструктивным. Все деньги из производства устремляются в торговлю, в криминал, в финансы. Вот. А там денег уже достаточно, а производство на самом деле остается без денег. Вот такова сейчас реальность. В результате коэффициент обеспеченности предприятия оборотными средствами сейчас минус 21% 2 года было назад. Сейчас еще хуже. Минус.
То есть для того, чтобы работать, у нас сейчас предприятия реальной экономики просто не имеют денег. А результат, вот то, что у них теплится, что они все-таки создают, понимаете, они это все делают за счет банковских кредитов. А результат из каждого созданного в стране рубля 80 копеек достается банкам. Поэтому ожидать, что в этих условиях у нас будет мощный внутренний рынок, быстро развиваться государство, вот, что у нас не будет безработицы, совершенно наивно. Именно поэтому как раз вот мы делаем сейчас попытку восстановить в какой-то хотя бы части, по мере возможности как раз вот этот второй контур финансового обращения производственное. Сами понимаете, сложностей здесь бесконечное множество. Тем не менее, создана комиссия, активно работают. Мы сейчас, в общем, прежде всего здесь нужно очень много юридических вопросов, потому что идеологически, что, как делать, нам понятно. Вот, и самое главное, когда мы подготовим все, в общем-то говоря, то, что вот нам надо, а это будет уже в ближайшее время, самое главное, чтобы вот наше производственное предприятие, которое сейчас без денег, все-таки подключились к нам. Вот если это дело нам удастся сделать, ну тогда у нас будут достаточно денег для того, чтобы, в общем-то говоря, финансировать деятельность правительства, исполкома и так далее. В этом направлении, я говорю, мы очень активно сейчас работаем. Следующее направление, которое мы, значит, развернули, это кооперация. В чем суть кооперации? Очевидно, что нас сейчас всех здорово разделили. Каждый решает именно свои проблемы. Нас поставили в такое сложное условие, когда даже трудно решать общие проблемы. В Древнем Риме был такой император Калигула, который прославился своим цинизмом, жестокостью, безнравственностью и так далее. И вот он говорил так: я могу править вечно, если каждый год в Риме будет либо засуха, либо мор, либо наводнение. То есть у людей будет столько проблем, что им не будет дела до общественных. Вот приблизительно в такое положение поставлены и мы все. В этих условиях всегда надо объединяться. Другого выхода просто нет. Каждому сейчас по одному не выжить. Построить безопасную каюту на тонущем корабле не удастся. Это абсолютно немыслимо. Именно поэтому мы поставили вопрос о том, что нужно форсировать сейчас работу кооперативов, организацию кооперативов. Пусть 2-3 человека объединяются, прежде всего как раз ячейки первичные организации. Вот. Прежде всего это в сельском хозяйстве, потому что у нас сейчас такой парадокс. С одной стороны, вроде бы говорят, у нас все, продовольственная программа решена. Вот, в действительности это все не так. В каких-то направлениях есть какие-то успехи, но в основном олигархические. То есть крупные хозяйства латифундии, они производят какие-то продукции, там у них действительно используют новейшую технику и так далее. Продукцию они могут производить, но тем не менее, но при этом все население остается без работы. Поэтому то, что выращивают все остальные люди, оказывается, не нужно нашим магазинам. Население вынуждено переплачивать за всякую дрянь, которую нас кормят, а доброкачественная продукция сейчас выхода на магазины не имеет. Поэтому первая задача – это объединение сельхозпроизводителей, прежде всего. Дальше, значит, если объединились, они производят продукцию, значит, организация кооперативных логистических цепочек, которые существовали в Советском Союзе. Следующее – это организация общественных магазинов, которые коопторги существовали в Советском Союзе. То есть нам нужно восстанавливать Советский Союз покусочно в том, что он действительно работал. Вот, организовали мы для этого школу кооперации, вот уже почти 3 месяца. Эта школа проработала, вот, но, к сожалению, опять-таки мы встречаемся с пассивностью людей. Мы приглашали успешных кооператоров,
объясняли, значит, идеологию, подходы, принципы. Вот. Но народ как-то, в общем, очень медленно шевелится. И, естественно, пока человек с печки не спрыгнет, никто ему не поможет. Есть понятно, пока, если мы будем все пассивны, то, что мы погибнем, и дети наши, и внуки погибнут, 100%, даже не 99%. Нам нужно брать все в свои руки. И прежде всего объединяясь. Объединяться прежде всего на хозяйственных принципах. Когда объединимся, организуем на хозяйственных принципах, начнем кормить собственный народ, вот уже тогда появятся возможности с производством и так далее. В этом направлении как раз мы работу сейчас идем, будем вести. Всячески попытаемся вот эту вот работу объединить. Как раз мы поставили вопрос о том, чтобы заработали здесь прежде всего советы на местах для этого. Потому что нужно организовывать на работе. Вот это и есть та практическая работа, которую должны делать советы на местах, с помощью в том числе своих исполкомов. Это организация кооперации людей. Всячески. Приблизительно такую же задачу решали вот наш Советский Союз в 20-е годы и успешно решил. В результате уже к 30-м годам начали организовать, вошли даже до колхозов, которые обеспечили полностью продовольствием страну. Понимаете, даже во время войны у нас не было голода. Нигде. Был в этом отношении. Да, жили скудно, но голода не было, армию снабжали. И тем не менее, как раз именно объединение дает колоссальный экономический эффект. Эффект такой, что если двое будут работать по отдельности, они будут зарабатывать определенную сумму, условно говоря, то если они объединятся, они будут каждый зарабатывать в 2 раза больше, как минимум. Вот это и есть принцип кооперации и улучшения жизни на местах, реализации собственных возможностей. Естественно, мы, когда будем более или менее объединяться вот эти вот вещи, тогда будет задача более плотная как раз именно организация, самоорганизация. То есть возвращение вот к тем формам, которые существовали у нас до революции в виде земств, артелей, общин. Это наш опыт. Причем у всех людей, которые живут в нашей семье, это наш исконный опыт, который во все сложные моменты нас спасал. Вот в этом направлении, конечно, мы работать будем, но большая просьба ко всем присутствующим активизироваться именно в этом. Никто за вас, вам на тарелочке с голубой каемочкой не принесет. Нету таких. Ни тарелочек, ни каемочек. Все в ваших руках. Это прежде всего объединение. Объединение, пояснение, выяснение нашей позиции. Это вот очень важное направление по поводу самоопределения. Вот. Как производит как раз информирование людей в этом направлении? К сожалению, пока информационная служба у нас как следует не налажена. Вот. Тем не менее, например, все лекции школы кооперации, они есть. С ними можно всегда ознакомиться, со всеми лекциями. Вот сейчас мы начинаем публикацию этих лекций на таком информационном ресурсе, как Общественный центр информации, вот, на котором подписано порядка 25 с лишним тысяч человек. Ежедневно посещает сейчас 30 приблизительно тысяч человек. Вот на этом сайте мы уже начинаем последовательно публиковать вот эти вот результаты. Но этого мало. Поэтому одна из актуальнейших задач, которые мы будем решать в ближайшее время, это информированность людей. Что, как, чего. В этом направлении у нас есть энтузиасты, которые работают. Но нам предстоит эту работу форсировать. Следующее направление, по которому мы начинаем делать. Дело в том, что как только начнет работать как следует кооперация, вот, и параллельно с этим была подготовлена полностью программа, так называемая программа «Лад земли», ладной благополучной территории.
Потому что понятно, что нам нужно брать какие-то более маленькие, мелкие объекты, чем вся страна. На нем как раз сделать так, чтобы народ жил в 2-3 раза лучше, чем в других регионах. А сделать это можно. Для этого, собственно говоря, не нужно. Нужно просто вот целенаправленно определять усилия, прежде всего кооперация, объединение. И в этом направлении как раз вот мы работу, в основном информационную, подготовили, нужные документы, вот, отправили. Но опять-таки в этом направлении как раз встречаемся пока с пассивностью. 2 республики вначале изъявили желание работать в этом направлении. Вот это Башкирия и Чечня. Вот. Но пока как-то, понимаете, вот еще у них очень слабые команды. Потому что для того, чтобы брать такую серьезную работу, нужно обязательно иметь команду единомышленников. Вот сейчас мы ведем переговоры с Татарстаном, потому что там очень дружная команда. Поэтому всех присутствующих, особенно те, которые имеют отношение к Татарстану, у меня к вам просьба подсоединиться, подключиться к этой работе. Существует конкретный план действий. Опять-таки, я повторяю, за короткое время, не за какие-то, понимаете, 20-30 лет, а за 3-4 года мы можем сделать так, чтобы жизненный уровень людей повысился в 2 раза. Мы это можем сделать в отдельно взятой территории. Но для этого нужны усилия, прежде всего у вас. Советы и исполкомы, которым мы можем координировать, мы можем направлять, но делать-то все это придется вам. Потому что не может каждый из нас ехать в любой регион и делать все своими руками вот это вот. Это невозможно. Поэтому как раз вот именно от вас зависит здесь очень много. Мы будем готовить, информировать, мы будем учить, мы будем ставить как удобно. Но работать нужно вам. Другого выхода здесь нет. И еще одно направление, которое вот мы занимаемся. Вот понятно, что сейчас вот у нас народ бурлит. Масса идей. По сути дела, если спросить любого человека на улице, каждый знает, что нужно делать для того, чтобы восстановить. У всех у нас предощущение, что мы, в общем-то говоря, деградируем, что с нами ведется борьба, война на уничтожение. Это вот ощущение практически у всех. И у каждого есть свои программы, как вот это делать. Поэтому у нас сейчас народ объединяется в разные группки, микропартии, какие-то, понимаете, клубы, школы организуют. Причем вот по оценкам таких уже школ у нас в стране порядка 300. Каждая имеет свою экономическую программу и программу действий. Каким образом, понимаете, экономику сочетать с духовностью. Чтобы, понимаете, реализована была наша культура. Сохранен геноцид всех наций, генофонд всех наций, которые организует наш Советский Союз. Вот в этом направлении масса программ. Но что толку? Каждая из них несовершенна. Профессионализм разработчиков, как правило, очень невысок. Но тем не менее встречаются очень яркие, понимаете, решения, которые нужно реализовывать. Поэтому вот эту работу объединения интеллектуальных сил страны нам необходимо делать. Вот для того, чтобы это дело сделать, значит, мы сейчас организовали конкурс, значит, который называется, значит, «Возрождение Родины». Возрождение Родины. Программа возрождения, стратегическая программа возрождения Родины. Значит, каким образом она построена, эта программа, для того, чтобы было понятно. Ну вот если вы возьмете обычные программы, например, так сказать, 2-3 программы, понятно, что каждый автор считает, что его программа самая лучшая. И правильно, это логично, это вполне естественно. Вот, поэтому если начинать сравнивать 2 программы, то каждый из авторов этих программ, он, конечно, будет утверждать,
что объединяйтесь, но объединяйтесь вокруг его программы, а никак иначе. Естественно, в таких случаях вот этот гигантский запас интеллектуальных сил нации, он не будет никогда востребован. Никогда он не дойдет до реализации. Нам нужно обязательно сделать так, чтобы выделить лучшие программы, лучшее, что есть в других программах, объединить и построить одну программу из всех них, которая будет самая правильная и объективная. Вот это основная задача конкурса. При этом я хочу обратить внимание еще на одно, что в этих условиях как раз массовость, каждый, если у него есть собственная программа, он должен сказать свое слово. Мы устали от ситуации, когда некоторые умники, получив власть, начинают через коленку ломать всю страну во имя своих, как правило, дурацких идей. Каждый из нас должен быть творцом своего счастья. И для этого как раз и призываем мы принять участие в этом конкурсе всех, у кого есть что сказать. Кто будет оценивать эти программы? Естественно, весь народ. В настоящее время для того, чтобы оценивать, например, какие-то качества программ, привлекают очень много всякого рода экспертов. Но, например, представим себе, мы привлекли эксперта-либерала. Но и он будет только с этой точки зрения смотреть. Либо, например, ярого революционера, который там все, шашка вперед, режем кожу, понимаете. Нужна ли нам эта великая кровь? Абсолютно не нужна. Мы должны сейчас прежде всего реализовывать как раз потенциальные силы, интеллектуальные силы нас. Мы должны, а мы едва ли не самый талантливый народ на земле. Поэтому вот эти вот силы надо реализовывать. Поэтому экспертами будут все люди. Как это будет организовано конкретно? Значит, для этого создан сайт. Мы над ним работали уже, в общем, уже свыше полугода. Сейчас сайт практически завершен. Значит, в этом сайте формулировано 180 вопросов, актуальнейших вопросов решения проблем нашей страны. И все авторы должны будут дать ответ, на все эти вопросы, либо хотя бы на часть их. Например, как восстанавливать здравоохранение? Что нужно сделать для того, чтобы поднять образование? Что нужно сделать, например, для того, чтобы не разрушались семьи? Что нужно сделать для того, чтобы, по вашему мнению, для того, чтобы, понимаете, высокая нравственность была у нашей молодежи? Каким образом конкретно вы предполагаете вы решать ту или иную проблему, например, региона? Как организовывать местное самоуправление лучше всего? Вот конкретные вопросы. 180 таких вопросов, потому что страна – это сложное объединение. 2-3 вопросами его описать невозможно. Толку от 2-3 вопросов нет, здесь нужно конкретно. Нужно ответы авторов должны быть. Делать нужно то-то, 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 не более 7 предложений. Мысль любую можно уложить в течение 3-5 предложений, но 7 мы на всякий случай добавляем. И вот когда по каждому вопросу или по части их авторы дадут ответы, эти ответы будут рассылаться по экспертам. И эксперты, они уже будут конкретно давать оценку по 10-бальной системе. А экспертами будут все остальные граждане, вне зависимости от образования, квалификации. Например, понятно, что, допустим, ответ, как нужно, допустим, восстанавливать образование. Вот. У каждого есть какая-то идея. Если кто-то высказывает мысль, мы можем оценить по 10-бальной системе. Вот эта мысль мне нравится. Я ее считаю лично правильной. А вот это не нравится. Поэтому по 10-бальной оценке каждый ответ будет оценен. Когда каждый проект пройдет вот такую экспертизу 20-30 людьми, экспертами, после этого можно будет уже включать статистику, и статистика выделит то, что есть, будет лучшим. Идеология понятна, да? В результате опять-таки возникает следующее. Мы привлекаем всех людей,
2. В соответствии с их возможностями, то есть могут быть все, каждый принять участие в этом конкурсе. 2. Значит, будет всенародная оценка результатов конкурса. И вот на базе, после того, как будет лучший проект или лучшие проекты, выделим лучшее, после этого уже будет вместе с автором, будем делать конкретную программу того, что и как, когда надо делать. Вот такова идеология. Значит, сайт этот создан. Я думаю, что уже в течение недели мы его уже объявим о начале этого конкурса. Поэтому основные, так сказать, моменты этого конкурса сейчас расскажет администратор данного конкурса, Логинов Александр Юрьевич, который курирует это направление и, в общем, уже является здесь достаточно серьезным специалистом, и который в конечном итоге будет все техническое обеспечение этого направления делать. Александр Юрьевич, да, есть ли ко мне какие-то вопросы? Замечательное выступление, Владимир Емельянович. Уважаемые депутаты, пожалуйста, если у вас какие-то возникли вопросы, задаем 5 минут времени на ответ. Если вопросов нет, терять время не будем. Владимир Емельянович, благодарим. Замечательный доклад. Все по полочкам. Слово предоставим для демонстрации сайта Александру Юрьевичу. Пожалуйста. Добрый день. Добрый день, товарищи депутаты и присутствующие приглашенные лица. Я включаю демонстрацию. Так, видно вам? Видно. Значит, сайт находится на домене, недавно зарегистрированном, называется конкурс 2025.su. СУ это Soviet Union, это Советский Союз. То есть мы придерживаемся традиций и правил. Значит, вот анонс конкурса. Здесь можно ознакомиться с наименованием конкурса, проектов, цели, которые преследует конкурс, учредители конкурса, Совет министров СССР, Владимир Емельянович, инициатор, значит, Черняк, инициативная группа исследований и разработок. Они поддерживают техническую часть сайта и конкурса. Значит, Фомин, Садков, Василенко, и Логинов как координатор. Значит, к участию приглашаются учредители, авторы проектов, эксперты, экспертное сообщество и партнеры. То есть здесь достаточно широкий круг лиц предполагается. Значит, и время проведения конкурса с 1 ноября 2021 года по 31 января 2022 года. Контакты. Значит, все вопросы, которые возникают по работе с сайтом, можно направлять по почте указанной. И официальный сайт для заинтересованных лиц. Так, сейчас секундочку мне. Дальше. Значит. Здесь есть положение о конкурсе.
с ним можно ознакомиться. Александр Юрьевич, может быть, мы вот тот маленький ролик у нас есть, который в начале. Вот, Да, мы, пожалуйста, да, сейчас вот, может я быть, его вернусь. показать. Да, сейчас я вернусь на главную страницу. Вот обращение. Сейчас, секундочку. Вот нажимайте. Да. Да. Запускайте, звука нет. У вас нет звука. Но, к сожалению, нет звука, друзья, поэтому, Александр Юрьевич, давайте мы. Не знаю, у меня звук. Нет, можно зайти. Александр зайти. Юрьевич, вы просто при запуске демонстрации демонстрировать звук не нажали. Там сразу надо было нажать, поэтому нет. Вы можете сейчас остановить показ и заново запустить. Уже включите демонстрацию звука тоже. Сейчас, секунду, постараюсь. Вам на скайпе нужно выйти из демонстрации экрана, и когда заходите опять в демонстрацию экрана на скайпе, с демонстрацией звука. Сейчас слышно? Ничего, Александр Юрьевич, давайте так, это потом мы уже посмотрим. Продолжайте лучше рассказывать, потому что не будем здесь сейчас время терять дорогое. Да. Значит, положение о конкурсе. Можно зайти и ознакомиться. Цель конкурса. В конкурсе могут участвовать как коллективные, так и индивидуальные проекты. То есть мы приглашаем авторов как проживающих на территории, так и соотечественников, проживающих за рубежом. Учредители, так сказать, могут обратиться, так сказать, в объединения, союзы, общества, клубы, ассоциации, профсоюзы, физические лица и спонсоры, представляющие круги населения. Значит, по госструктурам, так сказать, есть некоторые ограничения. Они учредителями конкурса как бы вот обоснованы. Здесь можно ознакомиться, почему. Дальше, значит, учредительный совет конкурса, стратегическая программа, всенародная инициатива в процессе конкурса будет организована. И, соответственно, сказать, это делается для того, чтобы представить, как бы вот здесь написано правительство Российской Федерации, но я думаю, что и надо сюда написать Совет Министров СССР. Ну, потом это сделаем. Так, Александр Юрьевич, значит, давайте переходите на здесь, да. да. Значит, здесь есть, значит, стань автором. И стань экспертом, вот это вот главное. Да, значит, вот обращение к авторам. Что необходимо? Необходимо для того, чтобы полноценно работать, нужно
зарегистрироваться в личном кабинете и далее, так сказать, заполнить анкету проекта по вопросам, значит, и опубликовать ее на странице, ну, то есть на сайте, откуда она попадет уже в экспертное сообщество. Вот. После представления ответа нажать кнопку «Опубликовать». А параллельно можно, так сказать, в библиотеку авторских проектов выгружать демонстрационные материалы, так сказать, тексты проекта и так далее. Значит, для рассмотрения каждого авторского проекта без пристрастности анализа его анкета будет направляться, будет обеспечена анонимность анкеты, то есть анкеты проекта, чтобы не было субъективных ответов. По оценке от 0 до 10 баллов, соответственно, сказать, минимум 5 экспертов по каждой анкете, для того, чтобы доверительный интервал результата вероятность 0,9. После этого, сказать, все полученные анкеты авторов будут обработаны. Сказать, я уже в целом это рассказал. Давайте да. покажите анкету саму, вернее, вот вопросы. Потом несколько слов об экспертах, и все. Иначе мы затянем очень сильно. Да, значит, я сейчас экспертов покажу. То есть эксперты точно так же, сказать, регистрируются в личном кабинете для того, чтобы... Сейчас я покажу, как приблизительно выглядит личный кабинет. Вот. Здесь любой участник может добавить проект. Вот проекты. Вот вопросы, на которые, так сказать, автор отвечает. То есть заголовок. Прошу прощения. Зачитайте несколько вопросов. Заголовок, аннотация, вот, оценка современного состояния мирового сообщества. И дальше подразделы идут. Описание особенностей причин идеологического кризиса мирового сообщества и его организации. Свободное поле. Середина лучше. Александр Юрьевич, где-нибудь середина. Ближе, чтобы было конкретно. Хорошо. Вот. Как связаны между собой индивидуальные и коллективные факторы предлагаемой оплаты труда? То есть производственные отношения, оплата труда. Каким образом предлагается формировать в проекте фонда оплаты труда предприятия и организаций? Виды оплаты наемного и творческого труда, рекомендуемые проектом. Как связаны между собой индивидуальные и коллективные факторы предлагаемой оплаты труда? Рекомендуемые моральные и материальные факторы стимулирования эффективности труда, способствующие здоровому образу жизни, гармонизации производственных отношений. Все аспекты, связанные с стимулированием и оплатой труда, компенсацией достойной по труду, здесь учтены и описаны. Вот. Хорошо, друзья. Да, дальше, если... Я думаю, что мы время уже исчерпали, поэтому я думаю так, что если есть вопросы к Александру Юрьевичу, да, вот здесь Александр Юрьевич, я думаю, что остановим пока. Да, остановим. Выходите из сайта. Если есть какие-то вопросы к Александру Юрьевичу, либо ко мне. Я хотел бы пригласить, да, я прошу прощения, хотел бы пригласить всех участвующих сегодня людей активно, так сказать, принять участие либо в качестве экспертов, либо в качестве авторов. Потому что я больше чем уверен, что вот люди, с кем я общаюсь, так сказать, по кооперации, по всему, у них есть что сказать, есть свои проекты, так сказать, не надо стесняться. Простой опросник на самом деле. Значит, и простыми словами можно ответить по каждому пункту, либо на часть пунктов ответить. Да, спасибо.
Спасибо, Александр Юрьевич. Светлана Вячеславовна хочет вопрос задать. Пожалуйста. Добрый день всем. У меня вопрос такой. Вот этот одностраничник, у него ограниченный срок действия или он, ну, пока люди не проголосуют, пока люди не напишут свое мнение, будет существовать онлайн? Насколько планируется работа этого одностраничника? Ну, я надеюсь, что он будет работать постоянно, потому что обсуждение будет растянуто по времени. Мы ограничили подачу проектов по времени, но, сказать, я думаю, что если будет много, сказать, предложений, мы, сказать, сроки можем сместить. Все зависит от активности граждан. Предполагается, что вот этот вот конкурс, форма такого конкурса, вот сейчас мы по конкретным проектам, а потом мы будем видоизменять, и, наверное, вот этот конкурс, он будет у нас существовать всегда. Именно для объединения людей появятся новые проблемы, которые нужно решать общенародно. Вот. И для того, чтобы осуществить, получать знания народа, людей, вот как раз мы будем уже расширять вот этот возможность этого конкурса. Светлана Вячеславовна еще хочет. Правильно ли я поняла, что один из главных принципов, это как раз вот наш старинный русский принцип, это общинность? Совершенно верно. Все, благодарю. Уважаемые депутаты, есть еще вопросы? Ага. Радий Константинович, пожалуйста. Добрый день. Такой вопрос. Я так навскидку увидел, что вопросы такие могут быть сложные. То есть, раз они комплексно подобраны, то некоторые или даже многие вопросы могут быть, ну, скажем так, требовать подготовки, чтобы на них ответить. Будет ли какая-нибудь возможность эти вопросы, допустим, заранее там скачать список, подумать и записать ответы потом, чтобы на сайте их просто записать? Предусмотрено такое или... Ну, мы работаем над этим. Я думаю, что технически это возможно. Спасибо. Вы можете обратиться непосредственно по электронной почте, сказать, мы вам форму анкеты можем отправить, чтобы вы, сказать, с ней поработали. Ну, не столько мне, сколько тем, кто, допустим, у кого-то есть процесс, проекты какие-то. Потому что вот тут я знаю, что есть. Мы сейчас пытаемся, так сказать, сделать технически, чтобы в режиме онлайн можно было работать с этой анкетой. Я еще сейчас, добавить ответ Александра Юрьевича. Значит, дело в том, что когда вы будете нажимать вот эту вот кнопочку конкурс и так далее, все эти вопросы сразу будут. Вы можете как раз спокойно в этой анкете работать. Она как раз несложная конструкция анкеты. Мы предельно упростили возможности не только высококвалифицированных людей, но чтобы каждый, кто владеет компьютером, мог ею пользоваться. Вот. А дальше предполагается, что вы имеете эти ответы, вы анализируете, вы думаете, вы взяли и вместе можете заполнять. Чего-то не хватает у вас, делайте. Поэтому, опять-таки, анкета сформулирована достаточно вопросов просто. Ну, то есть, технически анкета не одноразовая, что зашел, вышел, ответы потерялись. Там можно будет сохранить. Нет, ну что вы. Это все как раз сохраняется. Да, спасибо большое, я получил ответ. Есть еще вопросы? Светлана Вячеславовна. У меня просто дополнение вопрос. Мне кажется, что вот эта анкета, она будет служить стартовой точкой. Вот как в инструментах, да, для анализа, про которые я тоже говорила на своих лекциях. Вот когда, например, делаются разные виды анализов, там графики, каждый по своему направлению выбирает и дальше что-то добавляет. В принципе, может создать что-то подобное. Почему? Потому что я, например, вот интересуюсь вопросами молодежи, да, там же разные направления идут. Какая-то молодежь в религию ушла, какая-то молодежь сейчас сидит по домам и боится этих прививок, еще что-то, понимаете? Вот если направление брать какое-то и расширять потом вопросники, мне кажется, это очень удобная форма именно взаимодействия с разными группами населения. Супер, мне нравится. Спасибо, Светлана Вячеславовна. Уважаемые депутаты, я сейчас хочу тоже высказаться как депутат Верховного Совета СССР. Я как бы председатель, ведущий, сейчас я как бы выступать буду как депутат.
я увидела такую, знаете, бесценная этой идеи. Это будет человек, который заполнять эту анкету. Мы дальше будем работать, продвигать этот сайт, будем объяснять людям. Люди почувствуют, что они оказывается, про них вспомнили. За последние года никто у народа ничего не спрашивал. Решали сверху, и никто не спрашивал. А сейчас они почувствуют, мнение важно каждого, да. Мы спрашиваем у них, будем с ними вместе принимать решения, да. Это вот онлайн-версия, как раз и управление, они будут участвовать, понимаете? Это очень ценно, значимо. Подхватят, мне кажется, люди вот именно это направление. Есть еще кто хочет высказаться? Не только вопрос. Как вам проект? Уважаемые депутаты, давайте участвовать активно. Какие у вас ощущения? Вы послушали? Проект замечательный. Все это у нас получится, будет очень... Кто сейчас говорит? Надо как бы слово брать и представиться. Набережные Челны. Мне понравилось, и то, что его можно будет дорабатывать и в течение жизни там что-то поправлять, это очень хорошо. Еще у кого есть какие мнения? Товарищи, участвуем. Сергей Владимирович, депутат Пожалуйста. Совета от Коми. Можно, да, слово? Пожалуйста, пожалуйста. Да, очень. И сам доклад мне понравился Владимира Емельяновича, очень доходчиво, очень грамотно. Ну, он и так грамотный человек, мы об этом знаем. Очень это хороший. И сайт очень это радует своим содержанием, своим оформлением. И я тоже думаю, что будет очень много обращений и дается доступ любому человеку свое мнение здесь высказать, проанализировать. Я очень рад. Спасибо. Спасибо. Радий Константинович, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Я вот еще два слова хочу добавить как оценку этой идеи, да, потому что это не проект, это идея по собиранию проектов. Уважаемые депутаты, я хочу вам напомнить, что исторически всегда было так, что цивилизация, у которой выше технологии, более развитое сознание, более развитые умения и навыки, всегда побеждала. Мы сейчас в войне цивилизаций на самом деле. Капиталистическая против социалистической, более развитые люди, сознательные, против менее сознательных. И так получилось, что нас вот в последнее время побеждают менее сознательные, более алчные, более жадные, более нацеленные на собственное только благополучие. И я вижу вот в этом проекте, в этой идее, да, собирать проекты конструктивные, качественные, идущие на пользу людям. Я вижу в этом залог победы высокоразвитой цивилизации именно в том светлом понимании коммунистического, да, социалистического, человечески направленного. Спасибо. Спасибо. Товарищи, еще есть? Можно я пару слов скажу? Людмила Петровна Радченко, город Сургут. Пожалуйста. Я являюсь студентом высшей школы, которая сегодня у нас проходит. И очень благодарна тому, что я попала в эту школу. Здесь очень грамотные люди, которые действительно дают знания, нам необходимые для развития и для подъема нашей экономики в нашей стране. Мы же цель ставим поднять экономику, не просто чтобы было присутствие СССР и все. То есть мы должны создать и поставить на ноги эти все 4 буквы, чтобы боялся весь мир, как и всегда боялись, самую мощную страну. И дело в том, что вот этот сайт, который сейчас нам предлагают, дает возможность нам выразить свое умение, знание сюда вложить. И для того, чтобы было, ну как бы так, быстрее продвигалась эта работа. А когда вот мы будем сегодня отсиживаться и смотреть, вот дядя Вася пусть смотрит, а я потом приду. Поэтому я призываю всех, принимайте активное участие в этом с предложениями. Мы вас всегда поддержим и присоединимся к вашим проектам. Спасибо большое.
Спасибо, Людмила Петровна. Может, еще кто-то хочет высказаться? Давайте, вновь прибывшие депутаты, как вам новая идея? Включаемся в работу, товарищи. Наталья Шах, Пермский край. Пожалуйста. Мне очень все нравится. Я вижу, что здесь очень грамотные люди работают. Хотелось бы от вас понабраться опыта и работать, конечно, включиться в активную очень работу, донести это до других людей. И вот этот сайт, я попробую с людьми поработать, с этим сайтом. Спасибо.